Перед съемками мы обсуждали интервью Владимира Путина итальянским СМИ, в котором он сказал, я перефразирую, «Представить, что Россия вдруг нападет на НАТО, можно только в кошмарном сне». Но в свете того, как Россию представляют западные СМИ, кажется, что все наоборот. Как вы думаете, почему? Совершенно верно. По большей части НАТО занимается не защитой, а рэкетом и крышеванием. Эта организация никого не защищает, а повсюду сеет хаос и катастрофы. Все началось со времен Буша-старшего, который пытался оправдать дальнейшее существование Альянса, заявляя, что НАТО решает проблемы нестабильности. А что такое нестабильность? Нестабильность — это когда нет НАТО. Получается замкнутый круг. НАТО необходимо существовать ради решения проблемы несуществования НАТО. Затем заговорили о других кризисах, которые Североатлантический альянс должен решать, при том, что он сам их и создавал. Югославская трагедия во многом дело рук НАТО. Нужно также отметить и вторжение в 2011 году в Ливию, что привело к катастрофе в Мали, а также способствовало разжиганию войны в Сирии, куда устремился поток оружия. Кроме того, это совершенно идиотская политика на Украине. Политика вовлечения Украины, страны, тесно связанной с Россией в историческом и культурном плане, в антироссийский военный альянс. Это совершенно идиотская политика. А теперь я хочу задать вопрос Майклу. Рассуждая гипотетически, официальное членство Украины в НАТО сделало бы альянс сильнее, а Европу безопаснее. Нет, я не согласен с большинством из того, что сказал Джордж, но соглашусь с ним в том, что идея привлечения Украины в НАТО была бы контрпродуктивна. И это определенно краткое изложение моей позиции. Но начнем с того, что сейчас НАТО даже не рассматривает приглашение Украины в Альянс из-за прискорбного состояния украинской политики. Но кроме того, очевидно, что это усугубило бы проблемы в отношениях с Россией и не способствовало бы решению сегодняшнего кризиса. Я выступаю за создание новой архитектуры безопасности или за усиление архитектуры ОБСЕ в Центральной Европе. Нужно попросить Москву и НАТО выступить со-гарантами и общими силами стабилизировать эту новую зону, в которой расширение НАТО было бы недопустимо. Я не считаю НАТО агрессивным наступательным военным союзом, но я говорю это как американец. Я знаю, что некоторые россияне считают иначе и как минимум воспринимают это как психологическую угрозу. Но я думаю, что нам нужна новая концепция центральноевропейской безопасности. Мартин, но ведь речь не только о психологическом аспекте. На Украине присутствуют американские военные. При этом руководство США утверждает, что именно Россия обостряет там военную ситуацию. Это ведь почти что шизофрения. Кто обостряет что? Это не фантомы, не иллюзии Москвы, ведь России обещали. Я не хочу посвящать всю программу нарушенному обещанию не расширять НАТО, но ведь логично же с подозрением относиться к этому союзу, который официально называет Россию военной угрозой. Мартин, пожалуйста, прошу вас, вам слово. Чтобы существовать и продолжать свое существование, НАТО необходимо выявить врага. Необходима цель. И на сегодняшний день это Россия. Почему? Потому что Россия нацеливается против Североатлантического альянса и считает его врагом, по которому может быть нанесен удар. Поэтому и возникает обратное зеркальное отражение. В настоящий момент НАТО находится в очень трудном положении на Украине, поскольку на самом деле не может бросить президента Порошенко. Почему? Потому что могут сказать. Нет, но почему? Ведь Украина не член НАТО. Какие обязательства у НАТО, как военного альянса, есть перед украинским государством? Ведь никаких, согласитесь.
Обязательств нет по Североатлантическому договору. Но Польша, Эстония, Латвия, Литва и так далее скажут, если НАТО бросает Украину, означает ли это, что если Россия окажет давление на нас, НАТО тоже умоет руки, говоря о том, что статья 5 к нам отношения не имеет, а относится только к США и, возможно, Великобритании. Опять же, это психологический момент. Это попытка создать такую атмосферу, такое впечатление, что НАТО – это крепкий альянс. Украина обратилась за помощью. Она попросила отправить войска, но этого не произошло. Она попросила о членстве в НАТО, но это тоже под вопросом, поскольку страна может вступить в НАТО, только если не имеет территориальных споров. А такой спор есть. Так что членство в НАТО сейчас не рассматривается. Порошенко может об этом говорить, украинцы могут об этом говорить, но с точки зрения Запада это нереально. Заявление Порошенко и других украинских деятелей — это попытка хвоста вилять собакой. Они хотят, чтобы США пришли к ним на помощь посредством НАТО. Джордж, мы опять слышим о Прибалтике и Польше, которые чувствуют такую угрозу. Да нет, они не чувствуют угрозу. Они просто хотят, чтобы кто-то платил по их счетам. Потому что сейчас, если не ошибаюсь, никто из них не выполняет своих обязательств в НАТО. Они не отчисляют даже 2% ВВП. Им просто хочется, чтобы американские налогоплательщики взвалили на себя бремя. А сами они смогут тратить деньги на что-нибудь другое, обманывая американцев своими рассказами о чудесной угрозе с Востока. Ведь для НАТО это настоящая золотая жила. Это необходимо им как кровь, как воздух. Ура, у нас есть причина для существования. Да-да, совершенно верно. Никакой угрозы для прибалтийских республик и Польши не существует. Если бы они на самом деле считали, что Россия им угрожает, тогда зачем им вести такую политику, которая сеет между ними и Россией вражду? Зачем Польша в числе первых толкает Украину в НАТО и в различные европейские структуры безопасности? Кризис на Украине начался с соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а в нем недвусмысленно говорилось о том, что Украина будет интегрирована в общую политику обороны и безопасности, то есть во весь этот клубок ЕС и НАТО. Россия же не делала ничего, не оказывала никакого давления на Украину и никоим образом не угрожала Польше или Прибалтике. Это они начали настраивать Россию против себя. Ни Венгрия, ни Чехия никакой российской угрозы почему-то не боятся. Кто-то пытается апеллировать к истории. Смотрите, что было в Холодную войну, смотрите, что было при Сталине. Но в Венгрии тоже могли бы сказать: смотрите, что было в прошлом. Но, конечно, не говорят, потому что было другое время, другая эпоха. Россия полностью сосредоточена на решении собственных внутренних проблем, и никаких агрессивных намерений у нее нет. Какой смысл? Никто не может представить хоть сколь-нибудь рациональное объяснение, зачем России угрожать Польше. Ради чего? Этот вопрос я хотел бы задать Майклу, ведь даже если просто просматривать западные СМИ, они твердят об агрессивных намерениях России, о ее агрессивной политике. Что в российской политике агрессивного? То, что российские граждане отправляются воевать в Донбассе и защищать своих родных? Это считается официальной политикой Кремля? Если так, то никаких доказательств до сих пор нет. Ни малейших. Ни малейших. Майкл, пожалуйста, прошу, вам слово. Я думаю, есть немало доказательств того, что Россия поставляла на восток Украины большое количество вооружений, и едва ли есть смысл это обсуждать. Нет, я считаю, что это важно обсудить, и давайте обсудим. Давайте проясним один момент. Если это факт, почему нет ни одной фотографии? Потому что никто не хочет ставить свои источники под угрозу. Ситуация серьезная, и звучат серьезные заявления западных СМИ, а также членов американского Конгресса. Вы не считаете, что они обязаны подкреплять свои слова конкретными доказательствами? Я думаю, это было бы справедливо. Вы так не считаете?
Да, справедливо. Но дело в том, что есть много фотографий, которые свидетельствуют о наличии значительного числа российского оружия на востоке Украины. Некоторые, полагаю, из социальных сетей. Возможно, правительству следует лучше прояснить этот вопрос, чтобы нам не приходилось спорить по этому поводу, а обдумывать решения. Так что четкая демонстрация доказательств может быть полезной, но я считаю, что доказательств много. И российские танки на востоке Украины оказались там не случайно, и не из-за добровольцев. А у украинцев никогда не было никаких танков, да? Неужели вам не известно, что большое количество российских вооружений и военной техники в свое время производилось на Украине? Смотрели фильм «Оружейный барон»? Там все оружие было с украинских складов. Да, конечно. Не секрет, что такое вооружение может там присутствовать. Я был бы очень доволен, если бы вы могли представить мне доказательства того, откуда все это взялось. Это прояснило бы ситуацию и условия диалога. Вы так не считаете? Полагаю, что количество и новизна военной техники на востоке Украины, а также то, в чьих руках она находится, вполне убедительно доказывает, что Россия действительно ее поставляет. Но мы едва ли значительно продвинемся вперед, обсуждая эти эмпирические факты. Думаю, нам нужно понимать, почему Россия так действует. И я пытаюсь подойти к российской точке зрения. У НАТО нет значительных военных сил и средств в новых странах Альянса. США не развертывали там крупных сухопутных или военно-воздушных сил и средств. И в военном аспекте я буду весьма сдержан. Я считаю, что мы не пытались угрожать России. Майкл вынужден вас перебить, так как мы уходим на перерыв. Майкл, перед самым перерывом я был вынужден вас перебить, но сейчас договорите. Спасибо, Питер. Моя основная мысль заключается в том, что в военном отношении, я вновь это подчеркну, НАТО не представляет угрозу для России. Кстати, я согласен с вами в том, что исторически Россия не представляла угрозы для НАТО. Мы переживаем кризис, которого вполне могло и не быть. Но я понимаю, что в психологическом и политическом отношении многие россияне могут счесть оскорбительным то, что Североатлантический альянс подошел так близко к российским границам. И я признаю, что если бы Организация Варшавского договора каким-то образом победила в холодной войне и сейчас принимала в свои ряды Канаду и Мексику, нам бы это не понравилось. И учитывая психологические, символические и политические аспекты, я думаю, что нам необходим новый механизм обеспечения безопасности в Центральной Европе. Я с вами согласен. Я не считаю, что НАТО угрожает России, но думаю, нам нужен новый механизм. Майкл, вы уже были на нашей программе и говорили об этом, и в этом наши взгляды совпадают. Джордж, но если взглянуть на тот период, когда Владимир Путин руководил страной, будь то на посту президента или председателя правительства, то в свои первые годы у власти он предлагал именно это. И когда президентом стал Дмитрий Медведев, он тоже предлагал именно это. Но в ответ дверь всегда захлопывалась. То есть никто даже не говорил. Да, возможно, это стоит обсудить. Джордж, пожалуйста. Да, совершенно верно. Дверь захлопывалась. Так же, как и в случае с предложением создать общую систему противоракетной обороны. Ее тут же заблокировали. Нет, мы будем создавать собственные средства ПРО и точка. Опять-таки, в Польше, Румынии и так далее. Да и на самом деле расширение НАТО продолжается. Сейчас рассматривают кандидатуры еще 3 стран – Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. Они пытаются заполучить себе вообще все страны Восточной Европы. Джордж, позвольте поинтересоваться, как эти 3 страны могут сделать Европу безопаснее? Отправляя уборщиков военных туалетов в Ирак, Афганистан или Ливию? Они не сделают Европу безопаснее. Каждое действие держав НАТО лишь усугубляет ситуацию в мире. Взгляните на Турцию, которая по сути является воюющей стороной в Сирии. И как на это реагируют в Североатлантическом альянсе? Они не говорят Турции: вот что, хватит, вы создаете катастрофу для Европы. Нет, они спешат отправить туда системы ПВО Патриот, утверждая, что действуют в соответствии со статьей 5, поскольку для Турции существует смертельная угроза со стороны Сирии. Такова позиция НАТО. А само по себе расширение Альянса вызвало тот кризис, который НАТО, по собственным заявлениям, сейчас решает. Нестабильность и небезопасность
становится результатом натовской политики. Мартин, что касается споров вокруг перспектив НАТО, есть много критиков Альянса, а может и сторонников, в зависимости от того, как посмотреть на их аргумент. Так вот, они говорят, что НАТО необходимо либо расширять, либо распускать. Я думаю, что одна из проблем, связанных с НАТО, заключается в том, что для решения какой-то проблемы необходимо согласие всех стран-участниц. Нет такой ситуации, в которой одна держава диктует правила всем остальным. Это одна из причин, почему иногда политику НАТО трудно понять. Многое из того, что было сказано, верно. Включить в состав НАТО Черногорию, Боснию и Герцеговину и так далее. Значит, увязать Европу, Западную Европу, Балканы в один оборонительный альянс. У этих стран будет право голоса, они будут получать деньги на оборонные нужды и так далее, и смогут рассчитывать на НАТО. Если кто-то на них нападет, но кто станет нападать на Черногорию? Греция или Италия? Нет, конечно нет. Так что у НАТО есть такая проблема. Если взглянуть на Европу, то нигде в Европе, пожалуй, кроме Балкан, на Балканах война возможна, но в остальной Европе войны не будет. В такой ситуации оглядываешься вокруг и думаешь, откуда же придет война? Откуда исходит угроза? А потом смотришь на восток, слушаешь заявления президента Путина, Дмитрия Рогозина и так далее, и понимаешь, ага, теперь мы можем обозначить нашего врага. Возможно, нам нужно сплотиться. Наше обсуждение постоянно вращается вокруг прошлого, а нам нужно двигаться дальше, потому что по прошлому договориться не получится. Если российское оружие на востоке Украины, никакого согласия по этому пункту нет. Нам нужно двигаться вперед. Исламское государство представляет значительно большую угрозу для России и Европы, нежели российско-украинская проблема. Давайте говорить об этом. Согласен. Нам нужно говорить о будущем. Майкл, хочу задать вопрос вам. Многие критики говорят, что США хотят, чтобы Североатлантический альянс существовал, потому что для Соединенных Штатов это плацдарм в Европе, и они не хотят допустить появления там собственной европейской архитектуры безопасности, которая была бы отделена от американской. Ведь холодная война закончилась. Эту битву мы уже не ведем. Но США всеми силами стараются удержаться в Европе. А для этого нужно расширять НАТО и искать противника. Сейчас это Россия. И это соответствует американским интересам. Но отвечает ли это интересам безопасности Европы? Ведь согласитесь, это разные вещи. Да, Питер, вопрос интересный. Прежде всего, наличие американских баз в Европе помогало осуществлять миссию в Афганистане. Кстати, как вы знаете, огромную помощь в этом оказала Россия. И это доказывает то, о чем говорил, кажется, Джордж. У нас есть общие враги, и мы должны приложить усилия для того, чтобы преодолеть сегодняшний кризис, чтобы можно было объединиться для борьбы с этими более серьезными угрозами глобальной стабильности. Что касается вашего вопроса о НАТО и европейских институтах, думаю, что вы правы насчет того, что к усилению военных структур Евросоюза многие американцы относятся настороженно. Но основная причина в том, что мы не видим в европейцах особого стремления поддерживать военную силу. Майкл, но это же скользкий путь. Я хотел бы договорить. Пожалуйста. В Афганистане 70% боевых действий приходилось проводить нам, потому что наши европейские союзники не выполняли свою часть договора. Да, это скользкий путь, ведь если знаешь, что твою работу за тебя делает кто-то другой, сам ничего делать не будешь. Но здесь, Майкл, разница в том, что есть Виктория Нуланд, Линдси Грэм и Маккейниаки, которые говорят о том, что нужно делать НАТО, и о том, что это всегда в интересах Европы. Европейцы, в этом наши точки зрения совпадают, дают слабину, не выполняя своих обязательств. Но в это же самое время другие принимают решения за них. И это не очень хорошая ситуация, особенно когда Европа не стремится к конфронтации из-за Украины. Вы правы, и люди, которых вы только что упомянули, могут быть еще влиятельнее и сильнее при следующем президенте США. Да. Сейчас Барак Обама... Я понимаю, что в России сейчас Обаму не любят. Я видел данные недавних соцопросов Pew Research. Популярность США в России сейчас составляет 15%. Но так или иначе, Обама меньше стремится вооружать украинских военных, чем многие республиканцы, которые хотели бы оказаться в Белом доме в 2017 году. И я считаю, очень важно разрешить этот кризис в течение ближайших 12
12-15 месяцев, потому что при новом американском президенте ситуация может стать значительно более напряженной, прежде чем удастся что-то исправить. Согласен с вами. Позвольте, Джордж, у меня очень дурное предчувствие по этому поводу. Мне кажется, что прежде чем ситуация улучшится, все станет гораздо хуже, потому что многие люди, которым я доверяю в том, что касается вопроса Украины, говорят, будто Порошенко вновь обратится за помощью к США и НАТО. Это значит, что конфликт может выйти за пределы Восточной Украины и охватить западную часть страны. Тогда мы станем свидетелями распада государства. Разве к этому стремится Европа? Разве это отвечает интересам НАТО на европейском континенте? Что-то я очень в этом сомневаюсь. Именно. Ни в коем случае. Потому что мы видели, что произошло после второго раунда Минских переговоров. США, Британия и Канада обязались вооружать и обучать армию Украины. Для чего? То есть для чего еще, кроме как не для очередного наступления? А Россия ведет себя настолько сдержанно, насколько от нее этого можно ожидать. Но в любой момент ей все это может надоесть. Россия сдерживалась достаточно долго. Если подумать о других странах, если вспомнить вторжение Америки на Гренаду, когда ее граждане якобы находились в опасности, если вспомнить о вторжении Индии в Восточный Пакистан в 1971 году, потому что им казалось, что бенгальцам грозит опасность, или вторжение Турции на Кипр, Россия — образец сдержанности по сравнению со всеми этими операциями. Однако рано или поздно настанет момент, когда терпение кончится, и это станет катастрофой для Европы. Кому в Европе это нужно? Это абсолютное безумие. Я бы хотел здесь остановиться, потому что Джордж затронул крайне важный вопрос. Ведь этнические русские на востоке Украины действительно имеют большое значение для России. У сотрудников новостной редакции, где я работаю, есть родственники, которые живут в Крыму, в Донбассе. Это действительно очень болезненный вопрос. Так стоит ли это того? Стоит ли НАТО продолжать задирать Россию в данной ситуации, когда я считаю, как и многие другие, что кризис спровоцировал именно Запад? Что именно он виноват в перевороте в феврале прошлого года? Почему Россия и русские, проживающие на востоке Украины, должны расплачиваться за чужие ошибки? Ведь Джордж абсолютно прав. Настанет момент, когда чаша терпения переполнится, и тогда победивших не будет. Мартин, вам слово. Я бы хотел сказать, что Россия принимает как факт то, что ДНР и ЛНР останутся в составе Украины. Крым останется в составе Российской Федерации. Но Восточная Украина будет по-прежнему частью Украины. Я полагаю, что они приняли это как данность. И риторика Путина позволяет нам понять, что это действительно так. Да? Да. Итак, с этой точки зрения, он не желает вступать в войну. Он искренне хочет положить конец этому конфликту. С экономической точки зрения я сейчас говорю о российской экономике. Россия нуждается в прекращении военных действий. Она не желает, чтобы война продолжалась, не стремится провоцировать США на дальнейшее военное вмешательство. Так что я бы сказал, что Россия сейчас готова вести переговоры и заключать соглашения. Хорошо, наша программа подошла к концу. Рад, что удалось завершить ее на позитивной ноте.